Уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с прокуратурой города Якутска провели выездную проверку социальных домов столицы Якутии. Конкретно социально ориентированных некоммерческих организаций, которые оказывают социальные услуги пожилым гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, которые в силу разных причин не могут за собой ухаживать. К сожалению, в пансионате «Алгыс» обнаружено полное неудовлетворительное антисанитарное состояние. В холле и во всех жилых комнатах стоит стойкий и невыносимый запах. В здании отсутствует вентиляция, отопление. Граждане, проживающие в пансионате, находятся в верхней одежде. Насчет работников это нам очень тяжело. То приезжает, то кто-то пьянствует, всякое. А здесь все нормально в этом организации. А там вот вчера буквально 2 человека я выгнала. В настоящее время в Якутский городской суд прокуратурой города Якутска подано исковое заявление о приостановлении деятельности пансионата «Алгыс» по адресу Песчаная, 74. Их проверяли в начале года. В начале года мы им, получается, вынесли постановление о возбуждении административного правонарушения. Потом, в последующем, когда провели контрольную проверку, мы уже обратились в Якутский городской суд иском о приостановлении их деятельности, поскольку также нарушения не были устранены. И на данный момент мы тоже наблюдаем, что хоть и это принимаем меры, но нарушения никак не устраняются. По закону у нас имеются санитарные нормы, согласно которым, во-первых, никакого запаха не должно быть, который мы сейчас ощущаем, да? Во-вторых, должно быть надлежащее постельное белье, которое... В пансионате «Частный пансионат» по улице Ильминская, 55/5Б отмечается надлежащее состояние пансионата. В данном пансионате граждане обеспечиваются хорошим питанием, домашним уходом. Остается вопрос устранения нарушений в виде опасной круглой лестницы. По данному факту руководством пансионата «Частный пансионат» издан приказ, принят план устранения выявленных нарушений. Видим на примере работы частного пансионата, как нужно эту работу организовать. Другой вопрос, что сейчас поступила жалоба по поводу того, что там иногда могут не покормить, и там другие вопросы, мы будем с этим разбираться. Значит, были определенные нарушения на кухне, но это все устранено, мы с вами видим, здесь есть питание по семейному типу. Пока остается, мы с вами обратили внимание на крутую лестницу. Даже нам с вами было тяжело, так сказать, спуститься. А что говорить о пожилых людях? Поэтому нужны для этого деньги. Мы все-таки, скажем так, совместно с общественной организацией, которая эту работу проводит, все-таки добились того, что они издали приказ по устранению выявленных нарушений. И поскольку нужны финансовые средства, вот по лестнице сейчас остался вопрос. Поэтому пока мы вот до точки, так сказать, не будет результата, остается этот вопрос у меня на контроле. Частные пансионаты, представляющие социально ориентированные некоммерческие организации, испытывают острый недостаток квалифицированных кадров. В целом, надо сказать, что такие общественные организации нуждаются в постоянном внимании и контроле. Необходимо усилить контроль Министерства труда и социальной защиты Якутии и наладить взаимодействие с Министерством здравоохранения Республики.